Весь 1994 год Россия искала причины, чтобы совершить агрессию на территорию Ичкерии. Россия пыталась сделать это руками так называемой оппозиции в лице Завгаева, Автурханова, Гантемирова, Лавазанова, а также Хасбулатова. Тем самым пытались разделить чеченский народ и дестабилизировать ситуацию в молодой республике. Будучи в то время рядом с отцом, когда он был начальником главного штаба вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия, мне приходилось видеть своими глазами и стать участником тех или иных событий, которые разворачивались в то время в республике. Отец проводил долгое время, работая над обороной города Грозного. Мы выезжали утром в штаб, там он проводил совещания с командирами, был часто у нашего президента в президентском дворце. Ударной группировки, наш ждем поддержки, закрытие, пост укрытие, Домой возвращались поздно, но часто ночевали в штабе. Он часто проверял наши посты вокруг Грозного, возле Аргунского моста, возле Петропавловского, поселка Садовое, 60 лет октября, как его называли, Первомайской, возле поселка Долинское и Черноречье. Были также частые визиты с проверкой в наши воинские части. Это первый городок, ударно-штурмовая бригада на Бароновке, Шалинский танковый полк и другие. Начиная с лета с того же года Москва начала вооружать подконтрольные группы не только стрелковым оружием, но и тяжелой бронетехникой БРДМ, БТР, зенитно-самоходные установки «Шилка» и танками. Танки прибыли из 131-й мотострелковой Маяковской бригады. Так называемые оппозиции были также переданы комплексы ПЗРК «Игла». Были также переданы 6 вертолетов с экипажами по 3 человека. Пилоты набирались из Северокавказского военного округа через ФСК, спецслужб России. Осенью 1994 года произошли боевые столкновения между правительственными войсками и этими группировками возле поселка Долинский, города Аргун, сел Толстой Юрт, Калаус и Гехи. После ряда поражений в этих боях руководство России поняло, что руками этих группировок им не удастся взять под контроль столицу Ичкерии, свергнуть власть и поставить своих марионеток. Нужно напомнить, что за всем этим стояли Федеральная служба контрразведки ФСК Российской Федерации и Министерство обороны Российской Федерации. В Грозном постоянно заявляли о вмешательстве спецслужб России в события в Ичкерии, предъявляя факт за фактом. Но официальные лица в Москве отрицали подобные обвинения. Служба безопасности Ичкерии, ДГБ, захватывает в плен полковника ФСК Станислава Крылова. Кроме полученной важной информации, были получены также данные, что Крылов являлся начальником охраны Умара Автурханова. В то время в его охране уже находилось 5 сотрудников российских спецслужб. Во время допроса офицер признал, что в Ичкерии есть российские военные специалисты, инструктора и сотрудники ФСК, спецслужб России, координирующие деятельность так называемой чеченской оппозиции и управляющие ей. В октябре 1994 года Автурханов и Гантемиров провели встречу в Москве с Черномырдиным. На этой встрече они заверяют, что смогут за короткий срок заменить власть в Грозном. Они также договариваются о новой поддержке, подготовке своих групп на специальных базах на территории Российской Федерации и обсуждаются новые планы по штурму Грозного.
В течение всего октября группа из 120 человек под руководством офицеров 33-го мотострелкового полка прошел 4-недельный курс подготовки на полигоне Прудбой 8-го Волгоградского армейского корпуса российской армии. Затем, согласно директиве Генерального штаба под номером 312 от 1 ноября 1994 года, Северокавказский военный округ предоставил этим группировкам 40 танков. И 17 ноября 1994 года Временный совет, так называемый, как они его называли, начал подготовку наступления на Грозный. Из Москвы, Моздок, прибыла большая группа офицеров во главе с начальником Генштаба Российской Федерации Колесниковым. Непосредственное руководство боевыми действиями было возложено на заместителя командира 8-го Волгоградского армейского корпуса Жукова. Мало также говорят, что в прилегающих к Ичкерии районах, в соседних республиках, шла концентрация внутренних войск Российской Федерации. Под разными предлогами границам России и Ичкерии стягивались войска. На рассвете 26 ноября вооруженные отряды промосковской чеченской оппозиции под прикрытием российских танков Кантемировской и Таманской дивизий и поддержки российской авиации с 3 сторон вошли в город Грозный. Со стороны Старопромысловского района, Петропавловской и со стороны Черноречья. В танках находились военнослужащие Российской Федерации, которым был дан приказ не высовываться, чтобы создать такую видимость, что город штурмует только чеченская оппозиция. В город входит более 40 танков, десятки другой бронетехники и машины. Башни танков были покрашены в белый цвет, чтобы им было легче распознать друг друга в городе. Наше командование решило запустить всю эту колонну в город, а потом уже атаковать. Во всех 3 направлениях, как колонна уже вошла в город, начались ожесточенные бои. А точнее, это была самая настоящая охота, когда маленькие группы правительственных войск догоняли эту бронетехнику и наносили один за другим удары гранатометами. Враг был в ужасе и в панике. Вспоминаются также рассказы мирных жителей, которые рассказывали, сами видели эту картину, что штурмующие бежали через дворы, снимая с себя военную одежду. Оказывается, под ней у них была спортивная форма. Штурм длился недолго, и все завершилось в тот же день. Начальник главного штаба вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия Аслан Масхадов прокомментировал эти события в своем интервью российскому изданию «Общая газета». Российская армия вела себя на редкость бездарно, глупо и непродуманно. Я не хочу рассказывать о всех ее тактических и стратегических ошибках. Главное в том, что российское командование и российского президента обманули те марионетки, которые были здесь. Хаджиев, Автурханов, Завгаев. Когда 26 ноября состоялся штурм Грозного оппозиции, они думали, что при появлении танков с российскими экипажами все разбегутся. Но эти 55 танков сожгли буквально за 3 часа. И опять Грачеву, наверное, подсказывали, что у Дудаева нет армии, за ним никто не стоит, и все разбегутся. Интересный случай был. Танки вошли в центр города, но когда их уже начали уничтожать один за другим, штурмующие отступили в парк имени Кирова. Это возле Сунжи, реки Сунжи, и находится в центре Грозного. Там же находилось наше телевидение.
Оборону столицы Ичкерии планировал и возглавлял начальник штаба, нашего штаба Аслан Масхадов. Сам штаб в тот день находился в президентском дворце в центральном командном пункте. Масхадов вызывает к себе Али Адаева, его знали как Ламбаду, и спросил: Али, они бежали в парк Кирова, сколько тебе надо времени, чтобы выбить их оттуда? Но Али показал 2 единственных пальца на своей руке и сказал: 2 часа, Аслан. Потом Али ушел, и через некоторое короткое время в площади едет колонна бронетехники и битком забиты боеприпасами ГАЗ-66. Али удалось также взять много военнопленных. Вот так описывал эти события Аслан Масхадов в своей книге «Честь дороже жизни». Не получилось гражданской войны даже тогда, когда в купленные на зарплату чеченской партноменклатуры танки посадили оппозиционеров из Таманской дивизии. И вот тогда федералы предстали перед нами во всей своей подлинной сути. Чтобы хоть как-то найти себе оправдание, потом они будут создавать такие байки, что у них танки и даже боеприпасы были неисправны. И вообще, мол, они не были подбиты правительственными войсками, а были взорваны внутри. То есть миф о том, что они были заминированы заранее. Ну вот так вот взорвались изнутри просто танки, наши боевые машины, которые прямо в ходе боевых действий. Были также байки, что военнослужащие не знали, куда их везут, что у них якобы не было карт города и так далее и тому подобное. Хотя до этого всячески отрицали, что это были российские танки и авиация. После провала операции руководство России по штурму Грозного министр обороны России Павел Грачев хвастливо заявляет, что мог бы навести порядок в республике за 2 часа силами одного парашютно-десантного полка. Если бы действовала российская армия, то я никогда не допустил, чтобы танки пошли в город. Это уже безграмотность дикая. Ну, а во-вторых, если бы воевала российская армия, то, по крайней мере, одним парашютно-десантным полком можно в течение 2 часов было решить все вопросы. Достоверно известно, что в плен тогда попал 21 российский танкист, 7 солдат и сержантов срочной службы, 1 старший прапорщик, 7 лейтенантов и старших лейтенантов, 5 капитанов и 1 майор. Заявил, что мы не являемся военнослужащими российской армии. Вот это личный номер офицера, который еще раз доказывает, что мы военнослужащие российской армии. Сразу после штурма наше руководство показало информационным агентствам захваченных военнопленных. Они обратились к народу России, Государственной Думе и президенту Российской Федерации Борису Ельцину. Мы, солдаты и офицеры российской армии, по воле авантюрной политики некоторых высших чинов вооруженных сил Российской Федерации, спецслужб России, чиновников из аппарата президента Российской Федерации, оказавшиеся в плену у сил Народного ополчения Чеченской Республики Ичкерия, воочию убедились в том, что ситуация в Чеченской Республике Ичкерия в действительности не соответствует тому, как ее пытаются представить российскому народу, мировому сообществу наши спецслужбы и отщепенцы чеченского народа, называющие себя оппозицией к Дудаеву. Ценой крови чеченского и русского народов, стремящихся к власти над чеченским народом, который, как мы поняли, не приемлет их и им подобных. Вместе с тем мы свидетельствуем перед всем мировым сообществом, что мы были вовлечены в грязную военную авантюру против чеченского народа и государства с применением российских танков, самолетов и вертолетов, которое выразилось в неспровоцированном нападении на город Грозный на рассвете 26 ноября 1994 года.
Результаты этой авантюры сегодня известны всему миру. Это сотни убитых и раненых, в том числе и среди мирного населения. Мы имели возможность убедиться в том, что Завгаевы, Хаджиевы, Хасбулатовы и им подобные не имеют ни поддержки, ни перспективы в Чеченской Республике Ичкерия и несут горе и страдания не только чеченскому народу. Мы убеждены, что новые силовые методы в отношениях России и Чеченской Республики приведут только к усугублению раскола между нашими народами и неоправданным жертвам с обеих сторон, возможно, и к крупномасштабной войне на всем Кавказе, что приведет к потере России этого региона, возможно, к окончательному развалу России. Мы считаем необходимым обратиться к русскому народу в Государственную Думу, к вам, Борис Николаевич, и ко всем здравомыслящим политикам России с просьбой радикально изменить политику в отношении Чеченской Республики Ичкерия, отказаться от поддержки так называемого Временного Совета, как не имеющего никакой политической перспективы и поддержки в чеченском народе, в чем мы убедились за короткое время пребывания в лагере вооруженных групп, противостоящих официальному руководству Чеченской Республики Ичкерия и Джохару Дудаеву. Настоящее передано также представителям международных средств массовой информации и делегациям от народов Кавказа, находящимся в Чеченской Республике Ичкерия, а также для распространения по международным каналам. В любом случае мы требуем, чтобы наше заявление было принято во внимание при любых дальнейших шагах в отношении Чеченской Республики. Было бы разумным направить сюда компетентную комиссию от России и ООН, чтобы направить действия руководства России в русло международного права. И далее список составителей письма военнопленных. 28 ноября 1994 года министр обороны Российской Федерации Павел Грачев публично опроверг участие российских вооруженных в штурме, назвав такую версию бредом. Смотрю телевидение, там и вроде пленные там захвачены, и еще кто-то. Юрий Александрович, войсковая часть 01451, город Солнечногорск. Хочу от всего сердца передать пламенный привет своему министру обороны, который от меня отказался. Представители МВД и ФСК России также отрицали свою причастность к событиям в Грозном. Они лгали. Вот некоторые высказывания и других чиновников России. От 82 военнослужащих все открещивались и отказывались, хотя 21 человек остался в живых, а судьба остальных 61 была неизвестна, вспоминал впоследствии председатель Государственной Думы первого созыва Иван Рыбкин. Прошу направить Министерство обороны и Федеральную службу контрразведки официальный запрос о судьбе 60 наших военнослужащих, о которых по сей день ничего не известно. 82 российских гражданина вошли 26 ноября в Грозный. На сегодняшний день нам известна судьба 21 из них. Куда делись 60 наших граждан? Матери будут ждать возвращения из армии своих сыновей, но они их никогда не дождутся, потому что преступники, находящиеся в всесоюзном розыске Гантамиров и Лобазанов, расстреливали на глазах наших же российских солдат наши танковые экипажи. Это из выдержки стенограммы заседания Государственной Думы 7 октября 1994 года. 29 ноября 1994 года Джохар Дудаев, наш президент, заявил, если Москва не признает пленных, то они будут расстреляны. А также призывает мировое сообщество направить в Грозный комиссию по расследованию произошедшего штурма Грозного. В тот же день, 29 ноября, Совет Безопасности России принял решение о военной операции против Ичкерии. Ельцин выдвигает ультиматум в течение 48 часов в
войска, подконтрольные Джохару Дудаеву, должны разоружиться и сдаться. И требует освободить всех захваченных и насильственно удерживаемых граждан, то есть военнопленных. В противном случае Россия будет вынуждена пойти на крайние меры. Таким образом, Россия готовится к реваншу за публичную порку своей армии на весь мир. Далее события развиваются следующим образом. С 1 по 3 декабря депутаты фракции «Выбор России» «Яблоко» Государственной Думы Российской Федерации провели переговоры с нашим президентом Джохаром Дудаевым. Была достигнута договоренность об освобождении пленных. Двоих вызволенных из плена депутаты вывезли в Москву. Находясь в Грозном, депутаты были свидетелями бомбовых ударов авиации по городу. Российская авиация начинает наносить ракетно-бомбовые удары по аэропорту и столице Ичкерии. 2 декабря «Известия» опубликовали статью, в которой приводились документы, доказывающие, что плененные в Грозном военнослужащие были наняты ФСК Российской Федерации, которая была вынуждена признать свою причастность к этой операции. С 3 по 6 декабря в Грозном побывала группа депутатов Государственной Думы Российской Федерации от ЛДПР во главе с Логиновым. В результате встречи наши власти, чеченские власти, освободили еще 2 пленных. Накануне 5 декабря, после известий о планируемой войсковой операции в Грозный, прибыли депутаты демократических фракций Государственной Думы. Это Яшенков, Явлинский и другие. Они предложили нашему президенту Джохару Дудаеву в обмен на освобождение пленных самим остаться в Грозном, чтобы попытаться воспрепятствовать штурму города. Предложение было отклонено чеченским президентом, и 7 декабря им были переданы еще 7 пленных военнослужащих. 8 декабря в Грозном Джохар Дудаев передал 7 военнослужащих в руки полномочного представителя министра обороны Российской Федерации Чижа. Также были переданы все военнопленные, и так уже начиналась война. Несмотря на призывы чеченского руководства к мирному разрешению, но в Москве думали только о реванше. Позже, 11 декабря 1994 года, президент России Ельцин подпишет указ под номером 2169 о мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики. Части войск Министерства обороны и внутренних войск МВД Российской Федерации вошли на территорию Ичкерии. После 26 числа, когда силы оппозиции с участием российских войск были введены в город до 50 единиц бронетехники, танков. Эти 50 танков были уничтожены правительством, войсками и силами ополчения. Было заявление генерала Грачева, который заявил такими словами: «Какой дурак себе позволил ввести танки в город?» И 31 декабря сам же их вел, только чуть количеством больше, до 200, до 250. И эти 200 танков практически были уничтожены. Российское руководство выбирает безумие и идет на очередное преступление. Начинается война. Аллах азут поболдуется масера Алладе Калбойль в Дамио Бонушем.